Перестали тушить! Часть, но здесь бочка 14. Понял тебя. Сгорел офис вместе со складом. Все звонят, все спрашивают, что произошло. Ну, как бы, на самом деле, пока особенно никто ничего не понял, поэтому будем разбираться. А как вы об этом узнали? Я на обеде была. Я приехала с обеда, увидела огромную вспышку дыма. И что вы потом стали делать сразу после этого? На тот момент ничего сделать было нельзя. То есть стояли пожарные расчеты, никого не подпускали. Как бы, здесь невозможно, здесь было очень жарко, во-первых. То есть даже стоя буквально за 15 метров, ощущался жар. Тяжело. Как бы слезы, истерика, конечно, но сейчас уже ничего не сделаешь. И потом вы стали потихонечку выносить ценности? Пока нас пожарные не подпускали, никто ничего выносить не стал. То есть как только была команда, что сейчас все рухнет, то есть сколько смогли, видимо, я так понимаю, заблокировали огонь. Все, что смогли, вынесли. А это, в принципе, остатки. То есть когда уже можно было что-то спасать. А сейчас, то есть, что дальше вот с этими вещами, с вами, сотрудниками, что-то начальство вам говорит? Я не знаю, что сейчас делать. Вот я вам откровенно говорю, я не знаю, что сейчас делать. То есть все, что мы могли, мы спасли, конечно. Основная
масса это, конечно, наша компьютерная техника. Вся информация, вся бухгалтерия. Ну, вещи, конечно,